Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Что у нас тут шумит? Ну вот, я съездила в город, у нас второй ролик сегодня, да, снимается. Купила вот такое вот мясо, как раз такое, какое я хотела, без жира. Они его мне, даже то, что было, жир сняли. И мне оно обошлось 5650 рублей по 520 рублей за килограмм. Вот. Хорошее мясо. Я покупаю не жирное мясо, я это уже много раз говорила, потому что я добавляю в мясо жир. Так, если кто-то занимается полуфабрикатами, так выгоднее, понимаете? Потому что если мы купим жирное мясо, то туда больше жир добавить нельзя. И выход будет меньше. Вот. Если дома покупать, то, конечно, не обязательно покупать такое мясо. Можно купить сразу же с жирком, перекручивать и делать. Фарш я не покупаю ни на что, ни для дома, ни на продажу. Я всегда покупаю мясо и сама его прокручиваю. На крайний случай покупаю мясо, и они мне там прокручивают. Вот. Сейчас я его помою, высушу и пропущу через мясорубку. Здесь 10 килограмм, по-моему, 500 с лишним грамм. И мы с этой делой займемся полуфабрикатами. Это баранья нога. Мы ее тоже, она еще чуть-чуть замороженная. Я ее покупала еще неделю тому назад. Я думала, чуть раньше мы этот заказ сделаем. Но это не заказ, опять-таки, я вам повторюсь. Это, ну, мы от себя хотим отправить. Может быть, потом я скажу, куда я это буду отправлять чуть-чуть попозже. Или в следующем ролике. Когда буду отправлять, может, скажу, да? Вот, теперь какие-то, как я сказала, какие-то вещи мы будем в замороженном, ну, продукцию нашу в замороженном виде отправлять. Какую-то продукцию в готовом виде. Просто это вот так вот. Сегодня мы, скорее всего, сделаем пельмени, манты и мясо по-французски потензильное. И так, и рулет, по-моему, да, мы собирались сделать? Рулет мы замороженный или готовый ты хочешь? В готовом виде, да? Угу. Значит, рулет будет в готовом виде. Мы еще гадаем, что мы будем делать. Вот так вот, короче, друзья, все. Теперь я быстренько сделаю, переключу. Короче, займусь этим мясом. Так, разогревается у нас ужин. Так, мои дорогие, ну, эта курочка просто для нас. И мы решили вам показать, может быть, кто-то не делал или сделал. Да. Так, все-таки Мадина с детьми едет. Но Мадине стало плохо уже теперь. Она кашляет, она температурит. Я даже не знаю, короче, в отчаянии, конечно. Но будем надеяться, что у них все будет хорошо. Потому что ей уже даже, в принципе, может быть, сегодня надо было в больницу поехать. Но не знаю, что будет. Хоть бы детишки немножко пришли в себя. Так, ну вот, для шашлыка это без грудки курицы. Это я грудку для себя приготовила. А это просто мы себе шашлычок сделаем. Да, так мне Танзила говорит, давай покажем, раз все равно себе маринуем. Ну вот одна курочка примерно, да, одна большая луковица. Да. И соевый соус, вот, ложки, 2 чайные ложки. Нет, больше там. Я здесь там 2 столовые ложки. Да, 2 столовые. 2 столовые, ты чайные сказала. 2 столовые ложки. Также масло 2 столовые ложки. Ну мы в описании напишем обязательно. Ну вот это вот надо с осторожностью. Это чуть-чуть, что? дым. Жидкий Я дым. много налила его обратно надо. Он горечь отдает, если много добавить. Здесь пол чайной ложки. Подожди, мы сегодня будем жарить, что ли? Мы дошками сейчас. Ну, сегодня будем да, жарить. Да. Если сразу не жарить, то, да, нельзя дым добавлять нельзя. Я поэтому спрашиваю. Здесь черный перец, паприка, адыгейская соль и приправа для шашлыка. Все вместе. Ага. Ну, где-то по пол чайной ложечки, наверное, ложечки. да. Вот. И все, соли, наверное, где-то столовая ложка. Да. Вот. Дым нужно добавить, вот, пускай если маринуется долго, там часа 2 или 3 или 5, или с вечера, а дым добавлять прям минут за 5, за 10 до того, как поставить духовку. Мы долго не будем мариновать, просто буквально минут 15-20 и сразу поставим духовку. Потому что они едут. Танзила, паприка в большой этой. Это паприка? Да, это паприка, да. Нет, не пугай сейчас.
Вообще красивые его можно на основу украсить, мы же покажем. Шпажки. Так, что там варится? Это курочка. Это самое. Пенку надо снять. Так, вторую курочку мы решили тоже уже отварить, потому что первую курочку мы уже съели, можно сказать. Раз дети едут сюда, то поставили варить и курочку. А еще котлеты. Она увидела сторис А- на котлеты. Она, бедненькая, уже все хочет. И котлеты хочет, и шашлычок хочет. Но, скорее всего, ничего и не поест, раз так. Убавь огонь там Наше дело приготовить. под курицей. Ага. А видно, конечно, что она заболела. Это же можно в духовку ставить? Можно. Просто он его немного. А, ты же сразу хочешь переложить, да? Да. Я хочу стол поставить, пока не приехали. А, ну все, короче, все, она сразу ставит в духовку. Ну вот, друзья, шашлычок наш тоже готов. У меня крутится тестомес, тесто я замешиваю. Нажарила тензила для сестры и котлеток. Курица у нас еще варится. Вот так вот варится домашняя курочка. Так, друзья, ну Мадина с детьми приехала, снимать мы их не будем, они в таком состоянии. Ну, не страшненькие. По Мадининому звонку я думала, они вообще страшненькие. Ничего, альхамдулилла. Не потеряно, как говорится. Но правда, Мадина очень бледная. А еще это говорили, мы так совсем говорили. У Мадины вообще глаза, я не знаю, какие. Короче, вот так вот Танзила приготовила шашлычок для сестры, котлетки, курочка. Мадина сейчас пьет бульончик себе. Ну, наверное, поправится, да, Эндели. Так, друзья, я уже начала лепить манты. Ну, что, что ты кажешь, что это? Ой, حتى أخذته قدوش. ده. Может, случайно беззвучно сделать, да? Иногда у меня бывает, что... Он на WhatsApp звонит, через какое-то время приходит. Хайкарт мел ах что такое? Сыкарту дях. А чё, я хожусь? Бай. Что ты, да? Выйти тут. Выйти идет ход. Друзья, сейчас у нас идет процесс. Я люблю свои манты, а Танзила делает люля-кебаб в заморозку. Короче, у нее тут килограмм говяжьего фарша, 300 грамм бараньего жира. Лука сколько? 3 лука. 3 средние 4 луковицы. зубчика чеснока. Угу. И я еще зелень, мне нравится зелень, прокручиваю. Вот бывает остались от нее через мясорубку, поэтому зеленая. А, каких? И Стебелечки. кто любит обязательно кинзу? Вообще действительно должна быть кинза. Да, кинза, но мы добавляем Да, мои клиенты тоже не любят. петрушку и укроп, и зеленый лук. Яйцо. Здесь у меня по пол чайной ложки хмели сунели, адыгейская соль, красный перец, черный перец. Но мы все равно в описании обязательно должны оставить. Давай, дай мне этот. И обычную соль чуть-чуть добавляю. Ну а здесь вместо кинзы зелень и зеленый лук. Угу. Так, ты не поднимай, потому что камеру не видно высоко. Ты покажи вот так вот. Фарш надо хорошо прям перемешать и прям конкретно сбить. Отбить, да? Отбить. Все перемешиваем. Люля-кебаб пойдут в заморозку. Мы их не будем в готовом виде готовить. Тоже будет заморозка такая. Ну, жир обязательно добавить. Ну, желательно. Да, желательно бараний. бараний жир. Бывает вкусно очень. Но если нет, то можно и говяжий. Так мы с Танзилой продолжаем. Вот так вот. Ты здорово отбила. Давай туда, отбивай там. Не стреляй по мне. Ну и вот Танзила начинает формовать их. И сразу же... Мы обычно раньше
после запекания, так, ты только руки опусти ниже, потому что не видно, что ты делаешь. Вот так вот, ага. После запекания выдевали шпажку, а теперь вот до решили. Может, ты все-таки в большую положишь, что не знаю, маленькая шпажка. Они такие, Сократятся, жир. уменьшится, когда приготовится, да? Все равно можно было, наверное, большую. Нет, не кажется? Они слишком длинные. Друзья, столько вопросов у меня про этот тестомес и тестораскатку. Это что-то. Я, наверное, полстраны, наверное, из-за меня пожалела, купили. что ее в Инстаграм свою скинула. Почему? Сейчас Вопросы, да? 1000 вопросов. А ты скажи, не знаю. То мы мясную лавку открыли. Вопросов много, конечно. Ты опускай руки, а то не видно, что ты делаешь. Так, а я раскатываю тесто для этих каких. Когда они в замороженном виде, их надо сперва вытащить чуть-чуть, чтобы они... Прижали, да? Да, отошли чуть-чуть. Перед запеканием Да. нужно чуть-чуть дать отмерзнуть, оттаять. А так больше ничего не надо. В духовку и все. Но они дольше стоят, чем свежие. Это полчаса точно надо. Ну, естественно. Ну, а вкус сохраняется. Честно, я скажу, я не люблю котлеты замороженные. Мне тоже не нравится. Остальное нормально. В принципе, мне ничего не нравится, но как спасательный круг это нужно. Я даже манты люблю не замороженные. Вот когда мы даже вот в кафе работали, вдруг, если у меня замороженные не заканчивались, и я лепила свежие, подавали, это было совсем другое небо и земля. Но нынешняя жизнь такая, что заморозки надо делать. Нет, остальное все сохраняется. Нет, нет, она все красивое, но все равно все, что бы ты ни приготовила, в свежем виде намного вкуснее, конечно, и форма красивее. красивее. Да, по-любому. Так-то, конечно. Ну, заморозка выручает. Да. Даже нас. У меня гости пришли, долго думали, что приготовить. У меня как раз нуля стоял. Быстро поставила в Да. духовку. Даже замороженные, просто разделанные куры, как их, замаринованные, уже готовые, даже они выручают. Раз, быстренько. Причем каждую часть, если по отдельно завернуть, чтобы не комком была, сразу в духовку потихонечку оттаивают и запекаются, пока мы там разговариваем. Там голубцы, тефтели, что бы ни было, немножко всегда нужно иметь. Особенно у кого постоянно бывают гости. Это очень выручает. У нас горчица была? Горчица. Горчицу нет. Не, вот что ты хотела, чтобы купили. Горчица для чего? Для ножки. Так, ну вот, получилось у Танзилы сколько? 10, 11, 12, 13, 14 штук люляшек. И они пойдут теперь в заморозку у нас. Тогда надо было кулечки положить вниз, наверное, нет? Ну, а я дальше продолжаю лепить манты. Так, друзья, теперь Танзила уже маринует баранью ногу. А я приступаю к вареникам сейчас. Пока она делает это, я себе нарежу кружочки. Ну, у тебя есть смесь, но я тебе прислала маринад, чтобы ты им написала в описании, хорошо? Что добавить? Хорошо. Да, просто у тебя готовая смесь есть. А вдруг у кого-то У меня нету? абхазская аджика, а Да. Танзила делает из горчицы, там еще Ну, я чего-то. тебе прислала. Покажи им обязательно. Не только для баранины. Можно и индейку, и курицу, кто любит.
Мгм. Очень хороший маринад. Там соевый соус, горчица. Я тебе как-то прислала. Не знаю, ты сохранила, нет. Должно быть, по-моему. Жир обязательно снять надо. А ты жир не будешь туда засовывать? Не, она жирная слишком. Я жир делаю, когда быстро надо. Ага, а я масло туда засовываю. Да не надо. Сливочное масло. Просто когда вот спешишь, чтобы сочнее было, так она будет. Я обычно туда закладываю сливочное масло. Вот маринад, который я тебе прислала, очень хороший маринад. Фольги нет, сегодня в пленку завернешь. Фольгу купим завтра. 2 раза, 3 раза, по-моему, в магазин послали. И забыли все равно. Что-то Запах. все равно забываем. Запах. А? Запах. А у абхазской аджики шикарный запах. Так, там я видела баночки. Ну, Что ты видела? баночки. Аджика, что ли? Это не вся аджика. Там это... Это я уже одну. Фейхуа. Ну одну возьми, там-то есть еще, есть. Но я мало в этом году сделала. Просто они одинаковые, там фейхуа еще стоит такой же. Ты немного ее кладешь? Нет. Я больше специй не добавляю. А паприки не надо будет Не сейчас. Завтра уже. перед закладкой? Да. Сейчас пленку. О, фе, какой аромат. Да. Здесь же тоже соль? Да, там Всё, много да, соли да, даже, не да, просто да. соль. Она хорошо соленая. А завтра уже паприку перемешать с соевым соусом, маслом и намазать и в духовку. Так, все. Пленку завернешь Да. сейчас, да? А вообще мы сразу заворачиваем фольгу. Но пока сегодня завернем пленку и в холодильник. И до послезавтра, мы же завтра не будем. Нет. До послезавтра. Самый раз буду. Ну, маленькую нам тоже замаринуешь. Может, с ней положу я сразу? Ну, сейчас же замаринуй, да, и положив. Но пока мы не будем готовить для себя. Вот когда Джабраил приедет, соберемся все удобно. снова. Все соберемся вместе опять. Приготовим. Она такая малюсенькая. Ничего. Что-то еще будет с ней.